Решили через Мексику. Когда вот шел допрос, у меня было 4, и остальное на карте было. Мы не думали, что будет настолько сильно сложно. У них не получилось, их развернули. Проводник брал по $400 с человека. Потом уже по-большому ходили, это просто уже невыносимо было. Там же. Это была вот железная лодка, куда помещалось 25 человек. Примерно $10 000 на одного человека. У супруги просто живот окаменел. Без документов никуда сейчас не устроишься. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Так, 4 месяца назад мы попали в Соединенные Штаты Америки. Мы попробовали шенгенскую визу в Европу. Для чего? Чтобы получить для истории. Потому что если получишь историю, тебя одобрят в туристической визе. Спустя пару месяцев у нас была очередь на туристическую визу. Туда зашли, нам тоже там отказали, потому что типа молодожены, у нас ничего нету. Потенциальные, мигранты, получается. Скажите, пожалуйста, вам кто-то помогал в процессе подготовки? Мы сидели в одной группе, там где-то около 10 или 15 тысяч человек сидят из Кыргызстана. И все хотят оттуда попасть в США. И там есть всякая информация, которая есть про туризм, есть про Шенген, есть можно через Мексику, разные пути есть. Решили через Мексику. Чтобы через Мексику нам попасть, нас не пустили бы в самолет с Турции. Поэтому мы подались на костариканскую визу, а подались где-то 2-3 месяца назад перед вылетом. Обычно этот процесс занимает 1,5-2 месяца. Мы собрали все документы, мы уже накопили денег. И из Бишкека у нас был уже куплен билет Бишкек-Стамбул, Стамбул-Богота и Богота-Коста-Рика. Сначала все было хорошо, как только мы выходили из самолета в Боготе на пересадку на другой рейс, миграционщики встретили нас. И занесли нас в одну комнату и начали допрашивать. И этот человек спрашивает у нас, с какой целью вы приехали сюда? Мы объясняем, что мы туристы, у нас есть виза костариканская, мы имеем право посетить Коста-Рику. Примерно виза нам дана на 10 дней. Ожидали ли вы такой допрос? Готовились ли вы Нет, к такому? мы к такому допросу не были готовы. Мы были, знаете, нам говорили, что идут какой-то допрос, прям до копеек, нет, мы об этом не знали. И когда шел допрос, он нашел у меня американский номер, начал допрашивать, кто это, откуда он. 100 раз один и тот же вопрос задал со всех сторон. И я говорю, что телефон не мой, я его только недавно купил. И спустя 2-3 минуты он начал спрашивать следующее, типа, сколько у тебя денег, сколько кэша есть у тебя? Я знал, что у меня там где-то около 4000. Я сказал, что вот у меня там 6000, типа для Коста-Рики на двоих 4000 немножко маловато будет. И я сказал 6. Это все, что у вас было с собой? У меня было 4, и остальное на карте было. Мы там просидели около полчаса, час. Он просто сидел, взял мой телефон и взял телефон супруги и просто переводил. У меня же там все на русском было. Он просто переводил всю информацию. WhatsApp, Telegram, все социальные сети. То есть ваши переписки он читал? Да, все переписки. Даже с мамой, с папой, с кем угодно было, с родственниками, со всех читал. И в итоге он ничего не нашел и сказал, что вы, ребята, знали об этой проверке, вы удалили всю информацию. И как-то я забыл номер телефона удалить. И, это было единственное, что он нашел у вас? Да, единственное, что нашел. И потом сказал, окей. И из-за того, что супруга была в положении, но положение еще был маленький срок. Месяце? Это был где-то 3-4 месяц был. Как вы решились пойти на такой риск? То есть жена в положении, это же очень опасно. Мы не думали, что будет настолько сильно сложно, потому что до нас ребята попадали немножко проще. Там были пути намного легче. Мы думали, что у нас так же произойдет. Но говорят, что мы на месяц опоздали. И с этого месяца у всех будет тяжело. Уже тяжелый случилось, пропуск, то есть, да. Все поняли этот путь, все знают этот путь. Все на этом сейчас зарабатывают, и мексиканцы, все на границе, которые стоят, они все на этом зарабатывают. Кто-то ворует, кто-то хитрит. Мы так попали в Боготу, нас не отпускают. Уже прошло почти 2 часа, а может даже 3 часа, и нас не отпускают. И там колумбийская девушка, миграционщица, она звонит турецким авиалиниям, и мы уже тут поняли, что нас хотят обратно отправить. Мы с супругой говорим, почему у нас нет визы. А потом мы вспомнили, что здесь виза не нужна, это же транзитная зона.
Потом мы объясняем той колумбийской девушке, миграционщице, все наши сумки уже в Коста-Рике. И после этого до них дошло, и стюардессы тоже объяснили, да, это так, они не будут выходить с аэропорта, они дальше поедут. До нас были ребята, которые вот так же вот обратно полетели, у них не получилось, их развернули. Очень много таких случаев было. И мы все, также из-за этого мы все забыли в тот момент. Мы потом сели в самолет в Коста-Рику, там лететь нужно было 2 часа, очень близко. Сели в самолет в Коста-Рику, долетели до Коста-Рики, а супруга себя чувствовала уже очень плохо, ну реально уже невыносимо было, нам нужен был отдых. Нас встретили там миграционщики, всех пропускали, вот прям всех пропускали. Стоим у миграционщика, они говорят, там посидите там пару минут, мы сейчас позовем менеджера, с вами поговорят. Подходит менеджер, они видят у супруги состояние очень сложное, ее уже тошнит, рвет, ну состояние очень плохое было. Я то бегу туда-сюда, то пакет, то еще что-то. И после этого они тоже поняли, ну, поговорили с кем-то менеджером и давай их отпустим. Из-за этого нас отпустили. Я не знаю, в другой ситуации нас отпустили или нет. После этого мы попали в Никарагуа. После Никарагуа нам нужно было выехать дальше. Никарагуа, Гондурас, Гватемала и так дальше. Знали ли вы, на какие риски вы идете и что вас ожидает во время вашего пути? Если честно, это была такая ситуация, что мы не знали, что нас там ожидает. Мы вообще ничего не понимали. Мы знали, что есть такой путь. Вот нам люди советуют. А что там будет у нас на пути? Ну, это опять же... Потому что были ситуации, что кого-то обокрали, у кого-то... Ну, было очень много плохих ситуаций, поэтому, опять же, это было на удачу. Хорошо, что с нами ничего не случилось, все хорошо обошлось именно в этом пути. Ребята сказали, что когда мы доедем до границы Гватемалы, нужно найти проводника. Был уже один проводник, ее звали Вероника, многие ее знали. Суть проводника в чем заключается? Она, получается, у нее есть свой автобус, у нее есть свой маршрут, она просто берет тебя и довозит до границы Мексики. Вот эта Гватемала, скажем, это очень опасная страна же, криминальная, поэтому нужно... И полицейских могут быть очень много, и там очень много нелегалов проезжать, поэтому полицейский патруль постоянно проверяет. Проводник брал по $400 с человека. У него был такой большой автобус, у нее, это женщина была. Как вы вышли на нее? Опять же, в группе те ребята, которые уже с ней связывались, те, с которыми с ней уже успели поработать, пройти этот путь, мы взяли у них. Они сказали... Вы в моменте решали этот вопрос? Да, в моменте. До этого мы мимо ушей пропускали, а когда уже подошли к этому, мы уже начали в моменте искать, как, что делать. Как автобус приехал, мы выезжаем, в автобусе битком все забито. Нас же 12 человек, для нас было создано 10 мест. Остальные 2 человека, не знаю, нам дали такие вот ведра, перевернули и типа по центру садитесь на них. Мы такие, окей, мы думали, что быстренько доедем. Сколько нужно было ехать по времени? 10-12 часов где-то. Сзади ребята уже говорят, типа, водитель, останови, хочу в уборную. Водитель говорит, терпи, и дальше идем. Типа, там уже 3 человек, уже 5, и так больше и больше становилось людей, которые хотели в уборную, уже не втерпешь было. А водитель сказал, не могу остановиться, терпите. Потом вот эти вот ребята из Бразилии, они смелые, у них нет типа, мне неловко. Они просто взяли там водитель, рядом с водителем был кондуктор. Этот кондуктор сказал, вот здесь вот ведро, хотите, пользуйтесь уборным. А это ведро типа у двери, где у автобуса дверь же есть, где выходят пассажиры. Вот там было. И сзади все шли туда, делали уборную. И представьте, сколько человек там было. Это просто было кошмар. У меня супруга сидит. Мы еще впереди сидим. Запах идет, ничего не кушали. Потом уже по-большому ходили. Это просто уже невыносимо было. Там же просто пошли. Один пошел по-большому, потом второй пошел. Потом водитель уже сам, ему уже тоже мерзко стало. Спустя 7 часов или 8 часов он остановился. Сказал, давайте, ребят, быстренько, 15 минут даю. А не доезжая до границы, мы остановились, нас выпустили. А у Вероники были уже свои люди, которые нас оттуда встретят. Нас посадили на пикапы
И повезли дальше. В эту ферму нас привозят. В этой ферме нас держат до тех пор, пока машины не приедут. Когда полицейские тарсарсы исчезнут, в этой ферме машины приезжают и нас быстренько забирают. И отвозят в другую ферму. И так, вот так лабиринтом нас отвозят до Тапачулы. Знаете, вот в тот момент такая ситуация случилась, супруга уже без настроения, уже сам начал со мной ругаться. Я говорю, садись в машину вперед. Она, нет, я с тобой сяду. Но были такие разногласия, но это понятно почему. Потому что уже тяжелый путь, уже возможно, ребенок отдает голову, у него нервный срыв, ситуация просто ухудшалась с каждым разом. Я говорю, немножко потерпи, сейчас еще немножко осталось, потом доедем, отдохнем. Еле как успокоила, она вроде успокоилась. Она говорит, я не знаю, ребенок не пинается, говорит. И я испугался, я говорю, надо что-то делать. И я в первую очередь сразу что-то искал что-то горячее найти, суп, не суп, чай, кофе, чтобы супруге дать успокоить, там, посмотреть, и как чай выпила, в себя пришла, пару таблеток выпила, которые врач уже приписывал. Спустя пару часов, она говорит, что начала в себя приходить и уже начала чувствовать, что ребенок обратно начал пинаться. Мы просто испугались в тот момент, что ребенок просто перестал уже дышать, сложно стало. Там еще одна группа, точнее семья была с детьми, у него дети были маленькие. И они решились поехать на лодке. Первый вариант, который мы планировали. Спросили, сколько стоит лодка. Сказали, что $400 за человека. Ехать 7 часов или 8 часов. Мы попросили ребят сперва первым поехать, а мы потом. Ребята поехали, сказали, что все идеально, все хорошо, никаких проблем. Они быстро добрались. Потом, когда наша очередь дошла, мы решились на лодку. Там собралось 25 человек. Это была вот железная лодка, куда помещалось 25 человек. Опять же, сидя. Мы сидим в одной стороне, 10-15 человек, в другой стороне 10 человек. И по центру еще где-то 5-6 человек сидят. А когда, пересажались на эту лодку, там мокро уже. Там уже чувствуется вот до колена вода уже. Там же берег. Мы уже лазили, там грязь, перепрыгивали лодку, все ноги уже грязные, мокрые. Беременным женщинам очень сложно перелезть. И там двое мужчин помогли на ноги уже. Она уже наступала на их на ноги, на плечи, И в этот момент, водитель говорит, голову ниже, мы сейчас проезжаем береговую охрану. Тихо проехали, свет выключили, все молчат. Проехали. И потом через пару минут, и все, он начал топить на газ. Я не знаю, сколько майлов было, по километру, это примерно 50-60 км в час он ехал со скоростью. Это была лодка, у него перед был поднят всегда. Поднят, и вода капает на тебя. Кто там был в лодке, все до единого были мокрые, прям до носков были мокрые, кушать было нечего, воды не было. У кого вода была, возможно, была, но за 12 часов у всех закончилась вода, еды нету, не покушаешь. У кого-то морская болезнь, у кого-то тошнило, прям там же уже рвало всех. На тот момент у вас были сожаления о том, что вы Вот решились? именно в тот момент я очень сильно пожалел, что мы выехали именно этим путем. Я бы не поехал бы на лодке, если бы знал бы, что такая ситуация будет, тем более с положением. Каждый раз, знаете, вот волна идет, лодка бьется об воду, и лодка бьет тебя. Тебя бьет по костям, очень жестко, больно, чувствуется. 10 часов этого битья, это жестко будет. И мы добрались, 12 часов ехали, 12 часов мучений, добрались до берега. Мы все мокрые, вода соленая, теплая, потом ветер дует в мокрую одежду. Это было Тапачула, Сан-Педро. Мы уже добрались до берега Сан-Педро. Когда мы плыли, опять эта ситуация повторилась, что у супруги просто живот окаменел. Уже к тому времени, плюс-минус 6-7 месяц, живот уже чуток вырос, и он каменный стал. А говорят, что каменный, это уже все, ребенку, его нету, одним словом. И мы такие, супруга чуть ли уже не плачет, мне уже самому хочется плакать из-за этой ситуации. Как выспались, немножко походили, отдохнули, покушали, спустя 1,5 сутки, может 2 сутки, начало в себя приходить, мы начали чувствовать жизнь, уже начало жить, уже сердцебиение, не сердцебиение, пинаться начало, движения начались. Мы так сильно обрадовались после этого.
А потом приезжали пикапы и по очереди увозили. Мы такие, мы тоже хотим, типа, попасть. А они говорят, ты приехал последний, ты поедешь последний. Это сам водитель говорит. Я такой, блин. А я говорю, у меня жена с положением, пропустите, она не может уже здесь сидеть так долго. Они потом поняли, спустя через 2 машины нас посадили. Быстренько проехали. Блин, на пути вижу, знаете, вот эти вот... Это все скоррумпированная организация, оказывается, мексиканская. Уже все оплачено. Все скручено, все оплачено. Проезжаем, там сбоку стоят спецназы на BMP, вот это вот. Чуть дальше едешь, там 2 машины, грузовики, полицейские стоят. Никто не остановится, они быстро едут. И мы тогда ехали до нужной локации. Они говорят, короче, здесь спускаетесь, идете пешком. А там нас очень много людей. И мы видим, что впереди люди, и мы по этой тропинке должны идти. Где-то нужно перелезть, где-то нужно вот мост, такой узкий мост, и мы должны пройти по ней. И так мы шли где-то 40 минут, на улице холодно, супруга уже ходить не может. Хорошо, там какой-то мексиканец вот, тоже переходил границу. Он типа, возьми ее за руки, мы ее за руки взяли с 2 сторон и начали вот быстрее бегать, потому что нужно быстрее, оказывается, делать. Как добираемся, там просто куча людей и очередь. Смотрим, там уже американская граница, как Трамп же построил заборы, такие высоченные заборы построил, которые даже ни одна собака не пройдет. И мы дошли до того места, где забор не достроен. Мы дошли до туда, а там уже 4-5 машин полицейских стоят, миграционная служба, автобус стоит. Они уже принимают всех, принимают и отводят, скажем, бордер или туда, где нас будут проверять. И мы стояли в очередь была длинная, очень большая очередь была. Полицейский подходит к нам, мы, походу, там единственные были из Кыргызстана, остальные все вот эти вот Бразилия, Мексика, Никарагуа, все оттуда были. Они к нам подошли, говорят, вы откуда? Мы такие, с Кыргызстана. Такие, окей, проходите. И нас пропустил. Добрались до какого-то участка, там уже американцы принимают тебя, типа, снимай одежду верхнюю, проверять карманы. Они потом подумали, что мы не муж и жена, и нас разделили как одиночек. Ее одиночку и меня как одиночку. Она просидела 3 сутки в бордере, а я просидел 4 сутки. Вот эта тюрьма, она самая мерзкая. Многие они знают, слышали, на чем спят, что едят. Короче, это самое плохое место, то, что я видел. Да, в бордере обычно там обычно занимается твоей документацией, не в розыске ли ты, и назначает суд. То есть идет проверка? Да, идет проверка и назначает суд на 23, на 24, на любой год вперед. Иногда у каждого очередь может быть по-разному. И вот с бордера потом выпускает, и мы приехали в Чикаго. Там был один знакомый, он нас просто встретил, я очень сильно попросил его, он нас встретил, сказал, короче, здесь вот центр, здесь там живут, короче, сами разберетесь. Квартиры сами найдете, короче, мы все начали искать, это очень сложно, это просто, если не имея денег, это очень сложно. У нас там оставалось пару копеек, одним словом, на первое время не хватило бы. И нам пришлось, я взял в кредит, из безысходности я взял кредит с Кыргызстана и попросил родителей отправить мне. Вот вы сейчас, получается, ожидаете момента суда. 100% ли то, что вам одобрят ваш кейс? Если честно, мы не знаем 100% гарантии, получим ли мы эту визу или обратно поедем. Да, потому что это очень сложно. И кейс подойдет ли или нет, это еще нужно доказать, это очень сложно. И адвокаты там сидят, судья, они реально, они просто уже психологи, они просто увидев тебя уже поймут, ты врешь или нет. Врешь, они просто тебя не одобрят. Что будет, если ваш кейс не одобрят? Если наш кейс не одобрят, нас просто возьмут и депортируют. Мы не сможем уехать. Но там есть второй вариант. Мы можем подать на апелляцию, но эта апелляция, как она происходит? Просто и судья просто берет наш кейс и уже кидает в кладовку, а через сколько лет мы ее там... Дойдет до них, это моя очередь, наша очередь кейса, никто не знает. То есть вы просто оттягиваете время таким? Да, мы оттягиваем время, но оттягиваем от чего? Мы таким образом не сможем вернуться на родину. Не дай бог что-то случится на родине, когда мы вернемся. Поэтому у всех есть родители, родственники, не дай бог что-то случится, мы не сможем вернуться. Вот это вот большой минус, пока не получишь визу. Сколько времени прошло с того момента, как вы вылетели из Бишкека и оказались в США? Так, мы вылетели из Бишкека 20 сентября. Какого года?
22 года. И оказались в США 27 ноября. Я вышел с бордера, примерно декабрь, можно сказать. 1 декабря мы уже оказались в Америке 22 года. Сколько денег вы в целом потратили? Мы потратили $20 000, примерно $10 000 на одного человека за весь этот путь. И мы сейчас еще в долгах. До сих пор расплачиваетесь? Да, я еще успел взять кредит $2000. И плюс еще небольшие долги есть. Что было самое ужасное, что вы видели во время пути? В Гватемале там очень много проезжают пикаперы, и у них всегда оружие. Ну, у них нету такого, типа, узнать, что-то случилось. Если там какая-то угроза есть, они сразу стреляют. И они же и грабят, и шмонают прям, честно говоря, уже до трусов, деньги забирают. Золото, не золото. Такие ужасные моменты были. Знаете ли вы, что стало с людьми, которые вместе с вами ехали? Из той группы, которой мы шли сюда, все добрались, но я знаю одну семью, которая 3 детей, они прямо с джунглей шли до сюда, поэтому он рассказывает, что вот чуть дочку его по течению не унесло. А шли они по воде, там получается такая линия, точнее веревка была длинная с одного берега на второй берег, и нужно было держать и идти. Вода просто уносит. И когда, скорее всего, дочку чуть течение не уносило, он схватил и держал сильно. Потом другие тоже сзади подошли, спереди и помогли ему. Это был очень большой стресс для него. И по сумме денег, по рассказам, он тоже потратил очень много денег. Это где-то 70 или 80 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы пожалели о том, что вы начали этот путь? Я, честно, пожалел 2 раза. Первый раз в Боготе, второй раз на лодке. Это были самые сложные моменты в нашей жизни. Стоило ли оно того? Но нет, не стоило. Было вложено столько сил, столько энергии, столько денег, столько времени. И сейчас на реализацию займет очень много времени, потому что нам еще нужно работать и работать. Из-за того, что нас уже стало 3, нужно больше работать. На мувинге, еще где-нибудь, но без документов никуда сейчас не устроишься. Никто тебя на работу не возьмет.